Друзья, привет. Короче, поехали мы из Якутска отсюда. Пока на неделю может отдохнуть, расслабиться, но сильно не расслабляйся, мы скоро вернемся. Двигаясь по городу Якутску, по центральным улицам, нам встречаются ремонт дорог, а также хорошие асфальтированные дороги. Забегая вперед, я скажу, что таковых дорог больше на нашем пути не встретится до самого Тампонского района. Ну и в Якутске качество дорог желает оставлять лучшего. Где-то они отсутствуют, где-то есть большие выбоины, вмятины на дорогу, где-то совсем плохой асфальт, особенно где-нибудь на окраинах, он просто разбитый. Но по сравнению с этими разбитыми дорогами Якутска, мне дорога дальше покажется полной сказкой, в кавычках. До паромной переправы мы добрались по полевым дорогам. Конечно, пыльно было очень, но благо машина современная, и там есть салонный фильтр, который большую часть пыли задерживает. Я первый раз пойду на пароме, правильно говорить пойду, а не поплыву, потому что моряки обижаются, когда им говорят, что поплывешь. Моряки всегда ходят. Для жителей не северных районов, скорее всего, не знают, что такое паром, а может кто-то еще и помнит, что такое паромная переправа с Якутска. И есть два пути по воздуху, это самолетом и паромной переправой. Больше отсюда никак не выбраться, только так. Это мое предположение как моряка. Паромы эти с очень низкой осадкой, скорее всего, они плоскодонные, то есть у них плоское дно, чтобы максимально близко подходить к берегу. Среди автомобилистов паромная переправа очень популярна. Автомобили ставятся очень плотно, очень быстро набираются полный паром, особенно грузовики, когда заезжают. С них очень дорого берут, по-моему, где-то 1002, наверное, с легковушки 500 рублей, по-моему, берется, насколько я помню, с автобуса, по-моему. Чтобы было понимание, какое расстояние между автомобилями очень маленькое. Грузимся на паром, пока паром весь не заполнится, он никуда не пойдет. Ждем машины. Ну, тут машин в принципе много. У них одна дорога, если из города выезжать только на паром. Ну, так-то много тут машин загрузилось уже. Сейчас ждем. Полупустой еще паром пока. Один уже ушел.
Чтобы вы представляли, какое маленькое расстояние между машинами, это вообще битком их набивают. И последняя машинка. Ему повезло. Все, сейчас аппарель. Еще одна машина. Нет, вот это последняя машинка успела. Лазит. И все, аппарели закрывают. Паром СП-858 закончил погрузку, отходит от причала. Все, объявили то, что закончили погрузку. Сейчас аппарельку поднимут. Все, аппарель, двигатель завели. Аппарельку не поднимаю. Все, аппарельку поднимаю. Один из внедорожников не успел на паром, но ничего страшного, там рядышком еще один стоит, но ему придется дольше ждать. Может быть, так непривычно. Впрочем, все очень логично, ведь я теперь войне тебе. Я разрешу тебе сегодня обо всем забыть. И раствориться в толпе ночь, чтобы безразлично. Пошли. Чувства в тени, в них не тени меня. Вдруг я проснулась. Скорость 2 угла. Скорость 3 угла. Я разрешу тебе сегодня обо всем забыть. И раствориться в толпе ночь, чтобы безразлично. Чувства в тени, в них не тени меня. Вдруг я проснулась и не вернусь сюда. Вы просто не представляете, какой это кайф сидеть в автомобиле и тоже смотреть на реку. Где-то час с небольшим, наверное. Шли по линии. Сейчас уже подчалило. Будем выезжать.
потом еще неизвестно сколько ехать. Короче, в общем, у нас наше путешествие не вставает. Наше путешествие затянется на 12 часов. Подходя к переправе в Нижнем Бестяхе, там стоят в основном большегрузы, дальнобойщики, наливные, то есть бензовозы. А так, в принципе, спокойно добрались и без происшествий. Самое главное, самая такая волнительная часть была для меня — это причаливание, потому что зависит от капитана. Если не так он рассчитает, то корабль может сесть на мель. Причалили очень так слаженно, все оперативно сработали. И самая такая приятная часть — это съезжание с парома. Машин на пароме очень много, все потихоньку, аккуратненько выезжают, причем не проявляют наглости, а так дисциплинированно все тихонечко выезжают. Все, выезжаем, смотрите. А мои сделали дорогу. Смотри, в окошко мы выезжаем. Все, мы выехали. А потому всегда Ты маленький, подрастешь, не будет. А то почему? Потому что легко мало. Потому что качается. А? Да. Кроме французского R&B будет еще кое-что. Оставайтесь здесь в эти полчаса на Европе Плюс. Топ-3 на этой неделе. Boys Noise and the Lion. Номер 2 Discopolis 2.0 в ремиксе от Медузы. И на первом месте Крис Лейк I Remember. Да, обратно пошли. Дальше предстояла нам дорога по трассе Р-504. Это трасса федерального штаба. Сейчас обратился к Google. Смотрим, что он нам скажет. Окей, Google. Трасса 504. Трасса 504. Согласно источнику Википедия, федеральная автомобильная дорога Р-504 Колыма – действующая автодорога федерального значения между Якутском и Магаданом протяженностью 2032 километра, из которых 1197 километров проложено по территории Республики Саха, 835 по Магаданской области. Трасса Р-504 ужасного качества, но где-то ремонтируют, где-то не ремонтируют, где-то встречаются совсем отсутствие асфальта такового. Но попадались по пути ремонтные работы, что проводятся, знаки стояли, ограничения, обгон запрещен, но там ехать невозможно по этой трассе свыше 50 км в час, но кажется, что ты летишь со скоростью 120 или 130 км в час. Таково качество трассы Р-504. Вот даже видите, убирать 70, но там невозможно 70 ехать. А пылища такая стоит, это до безумия.
включенной стабилизацией и дополнительными поддержками невозможно снимать. Очень сильно трясет на дорогах. Есть ямины, приходится по встречке это все объезжать. Но правда очень невозможно. К концу этой поездки у автобуса сломалась рессора от этой дороги. Вы представляете, какого качества здесь дорога? Это просто ужасно, конечно. Но там где-то стоят дорожные службы, ремонтируют асфальт, но это очень медленно все идет. Ее почти, эту дорогу, никак не ремонтируют. Это мое субъективное мнение. Вот, вы можете наблюдать, какое качество она сейчас. А после дождей тут совсем не проедешь. По дороге нам попадались не одна, не две, не три, а штук 5, наверное, заброшенных ферм, стабильно стоящих и разрушающихся. Везде есть следы человека, но на лугу пасутся также и коровы, и лошади, свободно гуляют. Для меня, как для городского жителя, это, конечно, было удивительно встретить в поле коров. Также есть и поселения небольшие, но их очень мало нам попадалось, потому что Якутск, республика, точнее Саха, очень мало населенная. За все время езды нам всего лишь попалось 2 кафешки, 2, не более, на всем протяжении этого пути. Так что, если кто будет ехать по трассе Р-504, запасайтесь, пожалуйста, продуктами. Время будет тянуться очень долго, тем более по такой не отремонтированной дороге. Я подмечу, это не 1, не 2, не 3 километра, это десятки километров не отремонтированной дороги. То есть вам судить только лишь, какой хозяин такие дороги. Увидев паром, я очень сильно обрадовался, что еще полчаса и мы будем на месте. Преодолели очень большое расстояние по такой ужасной дороге, пыльной, очень пыльной. Местами ремонтируются, местами не ремонтируются. Таково понятие отсутствия асфальта. Жидкий асфальт присутствует при этом. На еще один паром заехали на реке Алдан. Это последний, второй паром. И все, на осенний хватит. Там буксирчик работает.
такой себе паромчик. Бедная баржа. Ксир толкает баржу, чтобы она не отошла от берега, и чтобы машины не свалились в воду. Он специально так делает, потому что если он заглушит мотор, баржа отойдет. Сидя в автобусе, мы смотрели фильм «Девятая рота». Очень такой знаменательный фильм. Но при этом не забывайте, что мы находимся сейчас на пароме. Прикиньте, какой старый корабль, еще колесный. Прикиньте. Он еще полудеревянный. Капец, он какой старенький-то. Парниша. Все, подходим еще метров 300 и будем швартоваться. Да, Это мы в 11 приедем. да. Мотор там за это. Ну, да. Как нажимать на тормоз? Очень удобно. Другое что-то такое. Вот смотри, видишь, пришвартовывается. Вот смотри. Нет, там швартовочный конец, но чуть не прибил. Что он делает? Ничего. Швартовочный конец привязывают. Так, только бы никуда не плыл. Всё, сели на место. Какой автобус? Все? Все? Первый пошел. Второй пошел. Все. Итак, это следующий день. Вчера очень поздно приехали.
где-то часов в 11, уставшие, все замученные. То есть мы с 7 утра до 11 вечера, это все была дорога. Каково мое было удивление, что тут нет интернета, здесь нет связи. Добро пожаловать в бункер и средневековье. Короче, МТС Билайн не работает только через Wi-Fi. Это просто реальная жизнь. Прорыв, рывок и толчок. Как смогу отвечать на ваши комментарии, я даже не знаю. Здесь интернет даже слабенько очень работает.